Депортация – это самая трагическая страница в истории крымских татар. Это было моральное и буквально физическое уничтожение нации. В то время, когда на фронте гибли лучшие сыны этого народа, стариков, женщин и детей в вагонах для скота вывозили в Среднюю Азию и на Урал. В результате операции погибло более 46% человек. По сути, это был самый настоящий геноцид крымско-татарского народа. Советское правительство еще до Второй мировой войны готовилось реализовать программу «Крым без крымских татар». Возможным это стало с началом военных действий между СССР и Германией. Как известно, оборона Крыма в самом начале войны потерпела полное фиаско. Уже к осени 1941 года полуостров полностью оккупировали немцы. Руководители партизанского движения в Крыму Макроусов и Мартынов, дабы скрыть свои грубейшие ошибки за провал военной операции, распространили миф о якобы поголовном сотрудничестве крымских татар с оккупантами. В июле 1942 года Макроусов направил в Москву докладную с дезинформацией о том, что подавляющее большинство крымских татар горной и предгорной части пошло за фашистами. Возможно, докладную приняли во внимание. Однако до сих пор неизвестно, кому именно из высшего руководства Кремля пришла идея выслать коренной народ за пределы Крыма. То, что к операции депортация готовились несколько лет, свидетельствует тот факт, что уже весной 1944 года Народный комиссар НКВД Берия и Народный комиссар НКВД Меркулов подписали секретный приказ НКВД от 13 апреля 1944 года о мероприятиях по очистке территории Крымской АСР от антисоветских элементов. Выполнить операцию возложили на заместителя наркома государственной безопасности СССР Кабулова, заместителя наркома внутренних дел СССР Серова, наркома внутренних дел Крымской АСР Сергеенко и наркома государственной безопасности АССР Фокина. А тем временем с 11 апреля по 10 мая 1944 года в ходе Крымской операции 4-м Украинским фронтом был полностью освобожден от немецких оккупантов Крымский полуостров. Казалось, сама природа Крыма праздновала долгожданный день. Буйно цвели деревья и кусты, солнце заливало ласковой теплотой разрушенные города и поселки. Население полуострова радостно приветствовало бойцов Красной армии, в рядах которой было немало из сынов Крыма, крымских татар. Им как раз и дали по такому случаю отпуска, чтобы их могли повидать родные и близкие, пережившие страшные годы оккупации. Среди них был и герой Советского Союза летчик Амитхан Султан. Крым праздновал победу и не подозревал, какая нечеловеческая трагедия надвигалась от настоящих предателей, трусливо ударивших по самому слабому населению – женщинам, старикам и детям. Судьба крымско-татарского народа уже была предрешена. 10 мая Берия дал на рассмотрение Сталину проект решения Государственного комитета обороны о выселении всех крымских татар с территории Крыма, учитывая предательские действия крымских татар против советского народа. Другими словами, весь крымско-татарский народ от только что родившегося младенца до немощного старика был обвинен в коллаборационизме. Что же руководило лично Сталиным в эти судьбоносные для крымско-татарского народа дни? Ведь депортация не была вызвана случайным капризом этого тирана. Она имела четкую политическую цель. И, конечно же, масштабная акция не могла быть принята всего лишь за неделю. Конечно же, она готовилась как минимум в течение нескольких лет. Не исключено, что нежелательность дальнейшего проживания крымских татар в Крыму была продиктована прихотью и собственными интересами высшего руководства страны. Народ помешал только тем, что исконно проживал на благодатной земле, которая для одних представлялась Крымской Калифорнией, для других – русской Швейцарией. Удобнее всего оказалось обвинить целую нацию в пособничестве немцам. Тут как раз и пригодилось донесение от 1942 года Макроусова, оправдывавшего свои ошибки. 11 мая 1944 года было составлено и подписано постановление ГКО, ставшее официальным обоснованием депортации крымско-татарского народа. Итак, варварскую акцию назначили на вторую половину мая.
Информацию о подготовке такой крупной кампании, готовившуюся в обычном для Кремля режиме секретности, просто не могла просочиться наружу. В Крым были стянуты войска Народного комиссариата внутренних дел СССР. Началась поголовная перепись населения. Любопытен тот факт, что переписывали только крымских татар. Были уточнены и проверены все адреса проживания крымско-татарских семей в городах и поселениях со смешанным населением, а в селах, населенных только крымскими татарами, размещены военные подразделения. Всего было командировано в Крым 32 тысячи оперативников, офицеров и бойцов НКВД. Учитывая, что еще не прекратились военные действия, мирный народ продолжал радоваться победе и не обратил должного внимания на людей в военном. Итак, все было готово. Гром грянул ранним утром 18 мая. Почти одновременно по всему Крыму в 4 часа утра тройки во главе с сержантами, офицерами и оперативниками ворвались в дома крымских татар и объявляли: «Именем советской власти за измену Родины вы выселяетесь в другие районы Советского Союза». На сборы давали 15 минут. Людей, растерянных и не понимающих, что происходит, грузили в новые американские Форды и Студебеккеры, к слову, присланные в помощь Союзу в программе «Ленд-лиз», и вывозили все население на ближайшие железнодорожные станции. А здесь их ждали вагоны, служившие для перевозки скота. Многие современники депортации свидетельствуют о том, что к эшелонам не были доставлены тяжелобольные, нетранспортабельные крымские татары, а также душевнобольные. Их физически ликвидировали. Тех, кто нашел в себе мужество сопротивляться депортации, также расстреливали. Операция была завершена к 16 часам 20 мая. 67 эшелонов, битком набитых крымскими татарами, были отправлены на восток, в Среднюю Азию и на Урал. По одним из данных Национального движения крымских татар, всего было выслано 238 500 человек, из которых дети и женщины составляли 205 900 человек, то есть 86,4%. За период депортации первые годы ссылки крымско-татарский народ потерял 46,2% от общей численности. Учитывая последствия этой трагедии, можно с полным основанием говорить о целенаправленной политике геноцида против крымско-татарского народа, нанесшей необратимые последствия. Что же касалось солдат Красной Армии, крымских татар, которые возвращались в 1945 году с победой в родной Крым, едва они вступали на родную землю, как тут им давали ровно 24 часа на выезд в Среднюю Азию. Таковы были последствия трагедии 18 мая 1944 года.